Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире вечерние новости. В студии Маньжабону и Акбарали. Радостная весть. Учительница русского языка из Таджикистана Барно Саидова стала победителем международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ». Церемония награждения победителей и лауреатов этого престижного конкурса прошла в Москве. По словам членов международного жюри, разработанные Барно Саидовой методики преподавания русского языка целесообразно использовать в образовательных учреждениях на пространстве СНГ. В свете послания президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, парламенту страны, в котором глава государства уделил особое внимание сфере образования, в частности, изучению русского и английского языков, эта победа нашей соотечественницы стала весьма символичной. Наша коллега Зумрат Файзиева встретилась с талантливой учительницей, которая покорила организаторов и членов жюри своими знаниями, золотыми правилами и методами обучения. Имена победителей международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ», который был учрежден Министерством просвещения Российской Федерации в торжественной обстановке, были объявлены в Москве. Победителем конкурса стала учительница русского языка из Таджикистана Барно Саидова. Были очень достойные противники: Белоруссия, Молдова, Литва, Россия, Азербайджан, Грузия, Армения, Узбекистан, Киргизия, Казахстан. Нас было 12 участников. Мы за несколько дней сдружились друг с другом. У нас общие идеи, общие помыслы. У всех у нас одна общая любовь – это любовь к русскому языку. Она нас и объединила, в принципе, вот за эти 4 дня. Мы даже, когда прощались, у нас были слезы. Мы не смотрели, кто занял какое место. Для нас было важно то, что мы пообщались, мы очень много взяли друг у друга. То есть та методика, которую я использую, она нужна им. То, что используют они, это нужно мне. И я взяла больше, чем дала на этом конкурсе. Я познакомилась с прекрасными педагогами. Это было для меня очень большое достижение. И всегда я думала о том, что я таджичка, что я из Таджикистана. И раз уж я прилетела сюда, раз уж судьба так была благосклонна ко мне, то я должна хотя бы какое-то место занять, чтобы с гордой поднятой головой вернуться в Таджикистан. Когда началась защита моего проекта, я начала свое выступление стихами балкарской поэтессы Танзили Зуманкуловой о русском языке. Ну, я читаю сама стихи хорошо, может быть, я этим их пленила, но я уже поняла, что вот эти лица судей, они оживились, у них глазки засверкали. И у нас был целый творческий проект по работе развития речи по стихотворению Александра Сергеевича Пушкина «Цветок». И их очень заинтересовало то, что это стихотворение изучается в 8 классе, а мы его с 3 классом прошли. То есть ученики 3 класса, они смогли понять и суть, и смысл, и поработали над этим стихотворением. Второй у меня проект был, это работа с текстом по текст Душанбе, то есть это уже тема патриотизм, любовь к родине, к родному городу, 3 чинары и небольшой глинобитный домик, то есть это вот то время, когда город только начинался строиться. Это 3 чинары, они сейчас, 1 чинара есть около 8 школы, раньше там собирался базар, и поэтому Душанбе, в переводе понедельник, на город был назван Душанбе. Очень понравилось это членам жюри, особенно то, как мы это все преподносим, как мы это все показываем. Ну и дидактические игры как бы в качестве примера тоже были приведены. И я заметила, что они сами стали телефоны включать, стали записывать, то есть для них это стало интересно. Но я человек наблюдательный, я заметила, что до этого телефона никто из членов жюри не включал. Но это такие же преподаватели, как и мы. Но там были и профессора, и независимые эксперты, но тем не менее было видно, что их заинтересовало мое выступление. И когда стали называть финалистов, сначала финалисты, а потом победители. Называют фамилии, а я жду, будет моя фамилия или нет. Всех финалистов назвали, меня не назвали. Я подумала, неужели хотя бы в финал я не вышла? Ну как же так? Как я в глаза детям буду смотреть? Я детям обещала победу, хотя бы в финал. Вот дети мне сказали, хорошо, мы вас отпускаем, 4 дня мы без вас потерпим, но вы должны приехать с победой. Вот мы вот так с детьми договорились.
И когда сказали, теперь объявляем победителей конкурса педагогического мастерства «Школа без границ», победителем по номинации «Инновационные приемы и методы в изучении русского языка», и назвали мою фамилию, я, честно говоря, вы знаете, вот гордость за Таджикистан, не за себя, а вот именно и тут сразу перед глазами наш флаг, сразу перед глазами наш город, наш президент. И знаете, у меня было такое ощущение, что я вообще встать не могу с места. Вот. И когда уже меня назвали, все стали хлопать. И здесь тоже я прочитала стихотворение «Выучи русский язык». И когда я стала это стихотворение читать, все присутствующие стали декламировать за мной. То есть получилось так, как будто мы это подготовили. Хотя на самом деле это все спонтанно вышло. Вот. Ну, затем награждали других. И тут только потом я поняла, что место у нас есть. Это действительно была гордость за нашу страну. И тем более это все было после обращения лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Методики преподавания русского языка, которые разработала Барно Саидова, весьма эффективны. Она охотно делится своим опытом и методами обучения с учителями школ Таджикистана и стран Содружества. Хочется сказать, что мы, Школа «Империя знаний», всегда сотрудничаем с Министерством образования и науки. Все обращения, все то, что направлено для развития и совершенствования русского языка, мы все делаем в свете вот всех тех указов, которые дает правительство. По словам Барно Саидовой, благодаря поддержке президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и его особому вниманию к сфере образования и, в частности, к изучению языков, она достигла значительных результатов в своей деятельности. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, Хушет Сайдахмадов. Новости. В направлении улучшения условий жизни народа за 20 последних лет приняты и реализованы 3 стратегических документа по снижению уровня бедности, 2 программы по повышению уровня благосостояния народа и долгосрочная стратегия развития страны. О развитии социальной сферы и повышении заработной платы расскажет Шахло Бердиева. В своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с учетом этого и с целью повышения социального уровня населения предложил с 1 января 2022 года повысить действующую заработную плату военных служащих, работников правоохранительных органов на 25% и других работников этих органов на 20%. С 1 июля 2022 года повысить заработную плату работников органов власти и государственного управления, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, учреждений сферы социальной защиты и других бюджетных организаций и учреждений, а также стипендию студентов и других видов стипендий на 20%. С 1 июля 2022 года повысить действующий размер пенсии круглых сирот и лиц, оставшихся без попечительства, на 25% от минимального размера пенсии по возрасту. Минимальный размер заработной платы с 1 июля 2022 года повысить на 50% и довести его на уровне 600 сомони. Это были главные новости к этому часу. Всего доброго.